Rachel, I can help. First, does the basement have a window? Yes, it has one small window. Ну, ты когда ошибки делаешь, жизни теряются. Вот, а потом набрать нужно и продолжать. Меня зовут Анчаим Токуш. Вот, мне 80 лет. Я уже сейчас на пенсии. Вот, проработала я в ВУЗе где-то около 30 лет. Затем ушла в неправительственную организацию. Эта неправительственная организация защищалась защитой прав людей с психическими проблемами. Вот, я там проработала с 2000 года по... Где-то вот лет 5 назад только я перестала работать. Вот. Words you need to know. Great. Open the window to let the fresh air in. If you have a fan, put it in the window to push the bad smell out. Okay, I'll try that, but the smell is still strong, and it's making me wonder if something is wrong. Could it be the air system? Ну, английским я уже давно хотела заняться вплотную, потому что дочка моя после 10 класса по обмену поехала в Америку. Вот. Там она жила в приемной семье, и я хотела, чтобы на их языке я могла написать письмо вот приемной матери. Не то, чтобы кто-то перевел, и она прочитала, а чтобы мое что-то написал. И я, обложившись словарями, старалась и пыталась написать хоть коротенькое, но письмо, в общем. Вот так вот с этого и началось. Потом я занималась, когда с учебниками, учебники, оказывается, внушают человеку как-то... как вам сказать, скучно, что ли, да. И вот я нашла эту программу Duolingo, и там она очень меня здорово продвинула, потому что там очень умно составлены уроки, повторения, там уроки все времена, в общем, это очень хорошо это предоставлено. Поэтому я вот чувствую, что я продвигаюсь английский свой. Уже сколько занимаетесь? Уже сколько занимаетесь? Вот вплотную вот Duolingo 3-й год занимаюсь. Скоро 3 года будет. Вообще не пропустила? И я ни одного дня не пропустила. Вот. А вы Вот уже... даже я покажу вам 1330, по-моему, у меня. Не, жизнь не заканчивается быстро, но это я по времени смотрю. 1 урок пройду, 2 урока пройду, я могу час сидеть, могу полчаса. Когда смогу, тогда я занимаюсь. Меня зовут Салима, мне 45 лет, я мамина дочка, я мама одна, но хотела рассказать вот именно про ее вот стремление в английском, меня всегда восхищает. И у нее есть такое правило, что ни одного дня нельзя без английского. Вот она в какой-то момент решила это для себя, и она в этом упорствует. Неважно, она на то и у нас в гостях, сама принимает гостей, она просто выйдет или тут же включает и делает. Но это, может быть, странно выглядит, но мне кажется, только так достигают результата. Еще один такой случай был, когда она попала в реанимацию, ей делали коронарографию, там были причины. Она лежала в реанимации и громко, потому что, чтобы слышно было, ей надо было текст прослушать, аудио прослушать, и на громкую поставила мощность. Ну, вокруг, естественно, недовольство, и я ухаживала, мне было неловко. Я говорю: мам, давай здесь хотя бы, 1 день можно. Она говорит: нет. Я говорю: так нельзя, это реанимация. Она говорит: тогда выйди, в коридоре за меня пройди. Я прошла, она потом делала мне замечание, что я с ошибками прошла упражнение, что надо было без ошибок это пройти. Для нас вот как бы в этом вроде бы прикольно, но мне нравится, что у нас есть пример, что если что-то делаешь, то, в принципе, предела нет. Можно всегда чего-то достичь. Но мне кажется, самое главное, что никогда не поздно учиться. Здесь больше про любовь к чему-то новому, наверное. Вообще я хотела бы, говорят, вот зачем тебе английский, да ты все равно там никуда не поедешь, если не с кем тут разговаривать будет. Я говорю, я хочу читать книги на английском языке. Вот я начала уже читать вот эту вот книгу. Вот. 1 раз я уже ее прочитала. Вот, но там много было непонятного, я где-то недопонимала, где-то оттенки какие-то не могла поймать. Поэтому я решила все-таки довести свой уровень до того, чтобы я могла читать книги на английском языке.
Я в ВУЗе преподавала музыкальные дисциплины. Хоровое дирижирование, например, хор вела. Теоретические предметы преподавал. Творческий человек. Можно сказать так. И сколько лет? Где-то около 30 лет. Я любила музыку очень. Очень любила музыку. И хотела когда-нибудь стать оперной певицей, может быть, да? Но у меня сорвался голос в 9 классе. Я перестала даже разговаривать. Полгода не разговаривала, а потом уже тут голос был. А то мне все прочили, что я буду певицей, буду там это. И у нас друг в нашей семье был композитор Молдыбаев. Вот, и он как-то сказал, я ее отправлю, говорит, это в Московскую консерваторию говорит, учиться, она будет петь. И вот все в семье думали, что я буду петь. И вот получилось, что у меня голоса нет, пришлось дирижированию учиться. Мама перепевала все арии, вот эти выступления, которые на радио уже постоянно классика была, она их перепевала. Ну, то есть спокойно брала и высокие ноты, да.